Во Владикавказе гала-концертом завершился 3-й межрегиональный радиофестиваль «Голос Кавказа». Эстрадные исполнители и творческие коллективы со всего юга России выступили на сцене театра оперы и балета. «Голос Кавказа» был учрежден 3 года назад Министерством территориального развития, национальной политики и массовых коммуникаций Чеченской Республики. Первый радиофестиваль прошел в Грозном, второй в Ростове-на-Дону. В этом году жребий выпал на Владикавказ. Более 25 радиокомпаний из республик ЮФО и СКФО приняли участие в конкурсе. Основной темой фестиваля стали межнациональные и межконфессиональные отношения. В этом году на рассмотрение экспертного совета представили более 60 работ. Отбор лучших проходил в 2 номинациях – тематическая программа и ежедневный информационный выпуск. В состав конкурсного жюри вошли ведущие журналисты со всех республик-участниц. Работы оценивали с учетом специфики регионального вещания. Главные критерии – профессионализм, оперативность и техническое оформление. Мы же все болеем на болезнь провинциалов, да, мы все время себя сравниваем, а вот как в столице. Вот, но уровень многих работ не хуже. Это приятно радует. Вот что самое главное. В этом году в номинации «Тематическая программа» победу одержал Руслан Загаев из ЧГТРК «Грозный». Лучшим информационным выпуском признали передачу Константина Курганского на Первом радио «Город Краснодар». Специальный приз с собой везла Анна Лохвицкая, специалист радиостанции КЧР-ФМ. Мадина Асханова, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ. Thank you.